Добрый день, все, кто сегодня собрался в зале. Но денег уже не подарю, потому что представитель правительства все деньги подарил, правильно? Будем добиваться для того, чтобы правительство сделало еще ярче и краше, наверное, наш колледж. Самое знаменитое сегодня, наверное, произведение, которое все здесь сидящие знают, читали, это, наверное, написала Джоан Роулинг, да? Знаете знаменитую школу, где готовят чародеев и волшебников? Школа Хогвартс, да? Я бы сравнил наш колледж такой же школой, которая готовит волшебников. Людей, которые едут во все наши муниципальные образования и создают там сказку. Всех выпускников поздравляю с юбилеем колледжа. Я думаю, что сегодня у нас самый удачный вечер, когда на сцене выступают молодые, и зрители тоже являются все работниками культуры, правильно? Выпускники разных лет, друзья наши, все те люди, которые вовлечены. Наверное, спектакль всегда должен быть такой, чтобы и зрители, и кто выступает на сцене, играли одну постановку. Она называется «Принести людям радость и привести чувство восторга и радости». Только так будем жить в сфере нашей культуры. Захар Николаевич сказал примерно, что за эти годы в стенах колледжа за 85 лет 3,5 лишних человек вышли выпускниками. Это на которых держится сфера культуры. Это действительно почти 500 учреждений домов культуры в сельской местности в целом по республике у нас. В каждом есть выпускник нашего колледжа. В каждом есть, как большая искра, того сегодня назовем Кюльнер, как осколки большого солнца, которые объединяют нашу республику. И когда говорят, что республика Саха-Якутия это не только алмазы и золото, это прежде всего люди, это сделали вы. Вы сделали людей патриотами, людей, интересующими своим искусством, людей, которые ценят и живут мотивами своего Олонхо и своих предков. Как себя вести с природой, как воспитывать своих детей, как смотреть на будущее, как отличать белое от черного, как быть человеком, человеком от солнца. Поэтому наша республика всегда гордится каждым, кто живет на этой республике, который несет каждому тепло этого солнца. И пусть колледж наш и вся наша сфера культуры, которая делает действительно людей нашей республиками осколками большого солнца, будет всегда такой. Огромным солнцем, который греет и объединяет нас всех. Еще раз с юбилеем. И многолетнюю плодотворную работу объявить благодарность министра культуры Российской Федерации Винокурову Михаилу Николаевичу, преподавателю Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфена Дмитрия Макарова, министр культуры Российской Федерации Ольга Людмила. За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха-Якутия» наградить преподавателя Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Макаровой Мырееву Василису Вячеславовну. Республики Саха-Якутия наградить почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха-Якутия» Маркова Олега Олеговича, генерального директора НВК «Саха».
вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия наградить почетным знаком отличник культуры Республики Саха-Якутия Яковлеву Веру Андреевну. Развитие народного художественного творчества Республики Саха-Якутия вручается почетный знак Лыткиной Галине Анатольевне, преподавателю специальных дисциплин Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой. Воспитание, обучение подрастающего поколения, многолетнюю добросовестную работу в системе образования наградить нагрудным знаком отличник системы образования Республики Саха-Якутия Рожину Елену Николаевну, заведующую отделом дополнительного образования колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой, министр образования и науки Республики Саха-Якутия Ирина Любимова. В связи с 90-летним юбилеем приветственный адрес вручается Гаврилу Григорьевичу Сафронову, ветерану труда, культуры, заслуженного работника культуры ЯССР. Наверное, главное событие, да, вот, Гаврилу Гавриловичу больше, чем юбилей нашего колледжа. Одному из руководителей в свое время, который 90 лет, давайте еще раз. Сближает нас. Юбилеи делают нас ближе. Я сегодня искренне рад, что зал действительно полон на все 100 с лишним процентов. Наконец-то пандемия отступила и дала нам возможность общаться вживую, быть ближе друг к другу. Ну и на сцене, и в зале огромное количество людей, которые знакомы, известны всей республике, люди, которые действительно творят великую нашу республику. Начнем даже с юбилея, то, что Гаврилович раздвигает границы возможного, это мы раздвигаем демографическую политику. Здесь сидит Анна Зверева, которая искусство поражает всю Российскую Федерацию. Мы в этом году у Анны Николаевны возьмем ее изделие, которое нам заказывает Российский этнографический музей, и глава республики Александр Сергеевич подарит экспонат от Анны Зверевой музею российскому этнографическому, который мы в год культурного наследия оставим память о Республике Саха-Якутия. Когда объявили, что вручаем отличное звание Марку Олегу Олеговичу, я подумал, что пошутили. Я думал, однофамилец, оказывается, наш генеральный директор НВК является выпускником нашего колледжа. Если бы все награды вручали здесь, то, наверное, в зале еще огромное количество людей, которые действительно достойны этих знаков и признания. Спасибо всем им. И в год культурного наследия, объявленный президентом нашей страны,
мы правительством, Андрей Иванович здесь, приняли решение, что впервые в этом году ученики учащиеся нашего колледжа примут участие в дельфийских играх. Они сегодня здесь выступят народной песней. Я думаю, что они должны приехать с победой и признанием. Пожелаем им успехов. Всем хорошего настроения. Пусть этот праздничный сегодняшний вечер будет одним из украшений большого года культурного наследия, года столетия образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики, ну и в целом, наверное, нашей большой культурной жизни республики. С праздником!